Американские герои перенеслись на сцену Татарского театра. В Камаловском прошел показ спектакля молодого швейцарского режиссера Мириам Вальтер. Постановка «Вне закона» хорошо известна любителям работ Джима Джармуша, американского сценариста и режиссера. Мириам – участник театральной лаборатории «Город Арт», который прошел летом. Тогда впервые встретились актеры Камаловского и режиссер. Времени для репетиции было очень мало. Несмотря на преграды, языковые и ментальные, им все же удалось реализовать идеи. И вновь они вместе, но уже в стенах Камаловского. Спектакль будет идти 2 дня. Что получилось из творческого симбиоза, расскажет Лейсан Сабирова. Роберто проходит в зал через зрительскую дверь. По телевизору, установленным по центру сцены, транслируют кадры фильма Джима Джармуша. Здесь уже понимаешь, что стандартов нет. Сюжетные линии у молодой режиссер Мириам Вальтер сохранила. Здесь те же герои, в том же положении и в тех же ситуациях. Действие происходит в Новом Орлеане. Диджей Зак, переживающий полосу неудач, соглашается перегнать ворованный автомобиль, чтобы быстро заработать немного денег. Его останавливает полиция, в багажнике машины находит труп. Сутенер Джек, которого подставляют, попадает в руки закона и оказывается в одной камере с Заком. Вскоре в их компанию попадает Роберто. Чудной итальянец, имеющий в словарном багаже всего-то несколько фраз на английском языке. Первыми зрителями данной постановки уже стали театральные деятели, критики и журналисты. Эскиз спектакля камаловцы показали летом во время театральной лаборатории. Тогда уже зрители оценили работу швейцарского режиссера, отметив ее нестандартную подачу материала. Спектакль на 50 минут из 10 действий. Все они происходят на глазах зрителей. Нет смены декораций. Актеры, не участвующие в действиях, также остаются в зале. Во время постановки общаются со зрителями. В американской комедии есть и татарская нецензурная лексика, и русские полицейские. Идея хулиганская, отмечают эксперты, но в то же время открытая и понятная. Она сделала из такой достаточно философской экзистенциальной притчи, она сделала черную комедию. В нем есть и мысли глубокие, просто сохранены какие-то вещи. Просто она для молодого режиссера это вообще не свойственно. Она сумела перевести жанровый регистр, избавился от зависимости текста. Это спектакль не концептуальный, который не пытается формой подчинить себе зал какой-то новизной формы. Здесь на самом деле использованы достаточно простые приемы существования актеров, но тем не менее это все работает. «Вне закона» оказался вне рамок предыдущей работы фильма американского режиссера Джима Джармуша. Нафиса Хайруллина в спектакле, исполняющую роль Бобби, проститутки, создала сама свою героиню. Я вообще редко играю неспецифических женщин. Очень люблю характерные роли. И думаю, у меня бы, наверное, не получилось сыграть голубую героиню, например, Майсару, да? Я очень люблю эксперименты. Она такая, какая она и есть. Она как кошка, которая гуляет сама по себе, живет как хочет, не зависит ни от кого. Американский сценарий, швейцарская постановка с татарской подачей. Культурный винегрет удался, говорит сам режиссер. Рационально объяснить не могу, как это у нас получилось, но могу сказать, что содержание пьесы отражает во многом, как проходил процесс постановки. Я приехала с готовым планом, но гораздо интереснее, когда вступаешь в диалог с актерами, и у вас получается что-то новое. Думаю, мы справились с поставленной задачей и с выражением наших общих задумок. То, что татарский зритель уже давно сформировался и готов принимать новые театральные формы, доказывает и тот факт, что билеты на 2 дня спектакля раскуплены полностью. Лейсан Сабирова, Марат Саидгараев, столица.